Владимирская Божья Матерь. Это Владимирская Божья Матерь сидит, она вот на руках держит ребенка. Этот ребенок не Христос, это ребенок Илья Бурмин. Потому что здесь на рунами написано Сюанта имя. Это правда на якутском языке немного по-другому смысл имеет. Но на самом деле вот Санта Илья, это можно перевести опять же как Святой Илья. И вот эти такие знаки рунические, они встречаются не только на христианских иконах православных, но они встречаются и на католических иконах. Чистоховская Божья Матерь тоже имеет такую волю. И эта вот система, где рассказывается о рождении ребенка, потом о его взрослении, потом как он должен стать воином, то есть это система воспитания воина. И эта полная система воспитания воина, она использовалась Чингисханом, вот эта система. И считается, что вот эта система, она как раз и образует государство. Элита государства, она должна это самое, вот, в эту систему вписаться. И если она вот в этой системе она выросла, и, как так сказать, по выражению Гумилева, стали людьми длинной воли, то эти люди способны создать государство и защитить. И вот сейчас, когда вот мы едем, за Титары есть две пирамиды. Маленькая пирамида называется Карабулук, большая пирамида называется Улахан-Булук. Это вот на тех пирамидах, на большой пирамиде, говорят, есть крест тенгрианский. Его поставил Бекетов. Не все знают, конечно, и журналисты в том числе, что Бекетов не был христианином. Поэтому его Тобольска, когда он умер в 1656 году, возвращаясь обратно на родину, его архиепископ запретил хоронить в церкви. Сказал, что сволоките своего пса на улицу, псам на съедение, и сказал не раскаявшийся грешник. И в этом деле вместе с этим архиепископом участвовал этот потом человек, который стал предводителем раскола. Этот Аввакум. И вот это самое, просто-напросто в смутное время было противостояние трех религий. Одна религия была западная, вот сейчас западенцы, например, на Украине. Вторая, вот эта самая, была степная, это тенгрианская. И третья религия была северная, новгородская. И вот происходила борьба трех партий во время смутного времени. И когда это самое, к власти пришли Романовы, те люди, которые проповедовали вот старую степную религию, они пошли сюда. И поэтому практически вот в нашем случае, например, не было больших, как бы сказать, междоусобиц между казаками и между якутами. А раскол произошел только в 1681 году, когда воевода Преклонский с собой привез 6 никонианских попов. И вот это вот у меня на груди крест, это крест казаков донских. И вот такие кресты мы обнаружили 3 штуки. Это фамильные кресты, крест Куляевых, крест донских и крест Шариных. И они имеют вот двусторонний крест, с одной стороны тенгрианские символы, а с другой стороны вот христианские символы. Но христианские символы отличаются тем, что на самом деле в то время молились Троице. Вот эта Троица сидит, и Троица четко видно, кто из них владыка верхнего мира, кто из них владыка нижнего мира, а кто это среднего мира. Вот цвета чакра тоже, по этим 13 чакр у человека. И вот это самое, вот красное соответствует нижнему миру, вот зеленое соответствует среднему миру, а вот фиолетовое и пурпурное это соответствует верхнему миру. И вот даже четко по одежде видно, что вот одежда вот у этого, который верхний мир у него фиолетовая и пурпурная, это средний мир сидит зеленая и синяя, а это нижний мир сидит оранжевая и красная одежда. И вот этот верхний мир, он пальцы вот так поставил. Ну, дескать, средний мир и верхний мир, так сказать, от тебя, от нижнего мира отказываются. А вот нижний мир сидит, как будто его поругали, кожа, так сказать, как бы сказать, обиженного. На самом деле, в общем, все должна использовать вся эта самая
система полностью, и тогда вот никаких вот таких обид не возникает. 3 мира в каждом из нас. Ну, видите, это самая религия государственная, она потихонечку менялась, и вот изменение видно на том, что вот сейчас современное православие вот на этом заканчивает рост человека. Это рост, это называется идолях. Иисус. Вот Иисус Христос, это на самом деле мантра, которая пропускает в эту сторону людей. А в настоящее время просто умные люди из этого сделали Иисуса Христа. Ну, легенду придумали такую. Ну, а вот когда сюда вот вы ходите, там этот Богородица, вот как раз Владимирская Божья Матерь сидит. И это вот как раз очень хороший вид открывается на реку Лену. Это вот Родина, дух, хозяйка Родины. А там дальше, это самое отсюда, вот как раз Бекетов поставил в 1632 году крест. Но этот крест православный, конечно, потом не стали восстанавливать, потому что ну, они все-таки раньше знали, какая религия была, какая религия была ихняя, а какая религия была романовская. И практически сейчас вот собор Василия Блаженного, который стоит в Крыму, это вот Тенгрианский храм. И поэтому там никогда вот современные христиане не проводят обрядов. Ну, как музей служит или как это самое. В одно время был предел это, собора, предел Василия Блаженного, ходили Василию Блаженному поклоняться. И на самом деле этот предел он неправильно построен, потому что там по каноническому там должно быть 8 пределов, ну 11 этих головок там. И этот собор Василия Блаженного пристройка Годунова, который пытался найти общий язык с остальными своими, как бы сказать, подданными гражданами России. Ну тогда еще России не было. Но, по крайней мере, вот эта история плохо рассказывает, потому что она связана с государственной идеологией. Ну и сейчас вот просто 20 лет, как мы отказались от коммунистической идеи, и находятся люди, которые ищут новую идеологию. И вот эти люди часто приезжали сюда, и вот я одно время их сопровождал, почему это самое, вот эти места мы все знаем. Но, по крайней мере, вот с этого года решили рассказывать и остальным, что есть вот такие места, которые можно посетить, где можно что-то, так сказать, получить, информацию, которую нигде не рассказывают. Вот это можете купить.